Завтра в России День добровольца. Это сравнительно молодой праздник. Наша страна присоединилась к нему в 2017 году. Однако к тем, кто бескорыстно помогает нуждающимся, во все времена относились с большим уважением. А в 2020-м это занятие приобрело особенное значение. Подробности в репортаже Павла Королева. В пожаротушении счет всегда на минуты. Огонь ждать не будет. А в самых отдаленных уголках первый удар принимают добровольные пожарные дружины. По всей республике это сотни человек, которые сдерживают пламя до приезда спасателей. Например, в Визендоре таких добровольцев 6 человек. По словам Сергея Шадрина, вот уже почти 7 лет бойцы отряда находятся в авангарде не только пожаротушения, но и в поиске заблудившихся в лесу грибников. Хорошо, что есть вот такие команды, они практически в каждом селе, в каждом поселке есть, потому что действительно даже пожарно-спасательным службам без добровольцев достаточно сложно, потому что... Вот и сегодня в Главном управлении МЧС чествуют первых помощников, спасателей и огнеборцев. Те, кто помогает в борьбе с огнем, и те, кто ищет пропавших людей, спасает на воде, ведет профилактическую работу. Причем безвозмездно. В общем, все, кто готов в любую минуту прийти на помощь. Это большая сила. Что такое доброволец, что такое волонтер? Да? Это те люди, которые стоят практически вместе с нами в строю, которые всегда готовы прийти на помощь гражданам, которые не являются равнодушными, никогда не пройдут мимо. В этой ситуации очень важно развивать добровольчество во всех сферах жизни и приобщать к нему подрастающее поколение. Так, в рамках проекта «Классные встречи» российского движения школьников у ребят была возможность в режиме онлайн пообщаться с Ольгой Залевской, лидером волонтерского движения в Коми. Ольга более 10 лет отдала добровольчеству, пройдя путь от простого волонтера до руководителя. Это важно для того, чтобы ребята видели пример, узнавали о каких-то новостях, может быть, узнавали об опыте, который существует в Республике Коми, как развивалось добровольческое движение, как в нем участвуют школьники, какие у них есть возможности дополнительные при оказании добровольческой помощи населению. Пандемия поставила перед добровольцами новые вызовы. В работу подключились люди, которые откликнулись на призывы о помощи в сложный для республики период первой волны коронавируса. Весной медики столкнулись с серьезным дефицитом средств индивидуальной защиты, а многие пожилые в условиях самоизоляции по сути оказались полностью отрезанными от внешнего мира. Тогда серьезную помощь оказали добровольцы и просто неравнодушные люди. Однако эпидвойна еще не окончена, и добровольцы все так же готовы прийти на помощь в любой момент. Павел Королев, Вячеслав Беспалов, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.